Расследование радио «Азатык» о коррупции на кыргызстанской таможне – самая обсуждаемая новость в стране. Ряд депутатов требует немедленного ареста семьи экс-замглавы таможни Матраимова. Президентская пресс-служба обещает, что глава государства во всем разберется. Народ попросту не верит. Адвокат Раима Сооронбай все время твердит: дайте мне факты, дайте мне факты. Азатык удовлетворил вашу просьбу. Теперь ваш выход, Соке. Требуем ареста Матраимовых и конфискации имущества в Кыргызстане и за рубежом в счет погашения долга перед Китаем. Казахстан может вновь реформировать пенсионную систему. Единый пенсионный фонд себя не оправдывает, частные компании ждут перераспределения капитала. Что от этих изменений выиграют сами казахстанцы? Самое главное, что у вкладчиков будет выбор – проголосовать ногами. В случае чего-то, значит, уйти из одного фонда в другой. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Главная новость вчерашнего и сегодняшнего дней – продолжение расследования о выводе из Кыргызстана $700 миллионов. Авторы материала – журналисты Кыргызского бюро «Радио Свобода» «Азатык», сайта «Клуб» и международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности. Они рассказали о коррупционных схемах по отмыванию огромных денег, к которым может быть причастен экс-замглавы кыргызской таможни Раимбек Матраимов и его родственники. Бизнесмен уйгурского происхождения Айркен Саймайти рассказал о контрабандных грузах, которые с помощью покровительства сверху проходили кыргызскую таможню. Незадолго до публикации второй части расследования Саймайти, который и передал ценные документы журналистам, был убит в Стамбуле. В расследовании фигурирует имя китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра, владельца рынка в Узбекистане и транспортной компании, которая и осуществляла поставки грузов в разные страны. А его ключевым партнером является бывший таможенник Раимбек Матраимов. Любопытный факт: Хабибула Абдукадыр был среди почетных гостей на инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Джеймбекова. Реакции властей на громкое журналистское расследование в Кыргызстане прождали весь день. Официальное заявление президента страны появилось только после обеда. До этого глава страны успел поздравить прокуроров и наградить их за эффективную работу. Фотографии с мероприятия в соцсетях сразу закидали критическими комментариями. Как президент может говорить об эффективной борьбе с коррупцией и молчать про масштабные антикоррупционные расследования? Ответ на расследование вскоре опубликовали. Джибек Бигалиева расскажет подробнее. Этой ночью в Кыргызстане не спали многие. Еще до утра материал радио «Азатык», который опубликовали вчера поздним вечером, просмотрели около 40 тысяч человек. Совместно с порталом Клуб KG и международным проектом по расследованию коррупции и организованной преступности расследований уже сейчас называют материалом года. Поэтому реакцию властей на публикацию ждали с самого утра. Однако даже самые активные в соцсетях политики молчали. Одним из первых отставки правительства и ареста членов семьи бывшего замглавы кыргызской таможни Раима Матраимова потребовал депутат Дастан Бекешев. Честно, не знаю. Я думаю, каждый парламентарий просто думает, что будет завтра. Почему? Потому что, выступив сегодня, это значит, что ты практически выходишь в локомотив, это значит, ты принимаешь на себя удар, это значит, что тебе могут либо поугрожать. Каждый из них думает, что будет в 2020 году, то есть попадешь ты в этот поезд, опять сядешь ли ты, придешь в парламент. Бекешев считает, что клан Матраимовых, который имеет огромные ресурсы, несмотря ни на что, будет обязательно участвовать в парламентских выборах в 2020 году. Из-за высоких порогов для партии и недоверия населения мандаты, по его мнению, получат те партии, которые смогут просто покупать голоса. Бекешев говорит, что из-за его резких высказываний по Матраимовым ему уже не раз угрожали. Конечно, предупреждали, да, и предупреждают через разных людей, и разговоры даже были, и встречи по этому поводу были. Вот. Пока предупреждают, я не знаю, что дальше за этим подействует. Конечно, мне, как умному человеку, стоило бы, конечно, заткнуться и ничего не говорить, но я считаю, что, понимаете, тогда я предам то, для чего я сюда пришел. Но большинство депутатов не хотят комментировать расследование о контрабанде через таможню. Многие из них дружат с Матраимовыми и даже бывают на их семейных мероприятиях. Найти на рабочем месте Скендера Матраимова, старшего брата Раима Матраимова, мы не смогли. Его помощница сообщила, что депутат ушел навстречу. На наши звонки Матраимов-старший не ответил. Каких-то комментариев не удалось получить и от власти. Финансовые полиции просто не брали трубку, а в пресс-службе правительства попросили дождаться реакции аппарата президента. В итоге в администрации главы государства Сооронбая Джеймбекова специальное заявление опубликовали только после обеда. Его пресс-служба сообщила, что большая часть сделок, о которых говорится в расследовании, совершалась во время правления бывшего президента Атамбаева. Следовательно, Джеймбеков никакого отношения к ним не имеет.
Как известно общественности, на заседании Совета безопасности Кыргызской республики 8 февраля 2018 года президентом Кыргызской республики Сооронбаем Джейнбековым публично была подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически, как и система в целом, так и указанные в расследовании схемы не были восприняты новым главой государства. Результаты известны. Алмазбек Атамбаев находится под следствием по 5 предъявленным ему фактам. В аппарате президента уверены, что никаких связей с бизнесменом уйгурского происхождения из Китая Хабибулой Абдыкадыром у Джейнбекова нет. Познакомился с ним президент якобы на общей встрече с Алмазбеком Атамбаевым. В материале как весомый аргумент выступает одна деталь – фотография Хабибулы Абдукадыра с инаугурацией Сооронбая Джейнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей. Однако и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы. Констатируем, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных и рассадкой гостей на инаугурации избранного президента страны Сооронбая Джейнбекова, полностью занимался аппарат президента Кыргызской республики, то есть аппарат Алмазбека Атамбаева. А вообще, обещает пресс-секретарь президента, правоохранительные органы обязательно примут к сведению изложенные в материале доводы. Похожее обещание о том, что финполиция проверит имущество бывшего таможенника Раима Матраимова, Сооронбай Джейнбеков уже давал. Через месяц будет ровно год, как он говорил об этом. Однако проверку эту финансовая полиция не может закончить до сих пор. Дюбек Бегалиев, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Ну и как мы уже рассказывали, расследование о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов – огромная работа, над которой работали многие журналисты из 3 организаций: Кыргызского бюро «Радио Свобода Азаттык», информационного сайта КЛОП и международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности. Но первым начал говорить об этом журналист Азаттыка Али Тактакунов, который несколько месяцев назад озвучил первые факты коррупционной схемы. Али сейчас с нами на прямой связи из Праги. Али, привет. После первой части твоего расследования многие говорили, и даже президент Джейнбеков: дайте факты. Сейчас вы приводите конкретные факты в расследовании и четко описываете коррупционную схему. Вот как ты думаешь, ну вот теперь-то президент, парламент, правительство предпримут какие-то меры по отношению к Раиму Матраимову и другим фигурантам расследования? Спасибо, Шавкат. Впервые об этом делал свое расследование покойный мой коллега Алмазбек Игизбаев, а мы продолжаем после него. И сейчас общество, по сути, мало интересует реакции, а их интересуют реальные шаги. Знаешь, мы несколько месяцев назад приведенные на это исследование факты тоже показывали, там тоже говорили, что из Кыргызстана несколько лет через банков вывозили где-то 700 миллионов долларов, и тот бенефициар, который получил эту же основную сумму этих денег, связан с главой кыргызской таможни, с экс-замглавой кыргызской таможни Раимбеком Матраимовым. И мы тогда показали, что у главы Финпола тоже есть связи с тем же Хабибулой Абдыкадыр, и мы тогда показали вот такие факты, какие результаты судей. Али, ну вот все-таки вчера были озвучены тобой в том числе новые факты. Вот сейчас правоохранительные органы, Комитет государственной национальной безопасности, ты вообще, как от президента тоже в том числе, ждешь каких-то реальных конкретных действий? Естественно, это не только я, и вся общественность ждет, весь народ Кыргызстана. И я думаю, сейчас уже это дело не только народа Кыргызстана, а это дело ЕАЭС, потому что тут масштаб уже другой. И там в расследовании указывается, что из Кыргызстана, и Кыргызстане есть и Узбекистан, и Казахстан, и в том числе Россия тоже. И там тоже есть, мы показали, что жена Раимбека Матраимова имеет в Дубае там 3 недвижимости в совокупности на 12,5 миллионов долларов. И эти недвижимости не указаны в декларации Матраимова, и это тоже большой вопрос. Айркен Саймайти был твоим информатором. Его убили в Стамбуле 10 ноября. Эта трагедия заставила вас ускорить свою работу? Естественно, безопасность журналистов
было, скажем так, ну, мы очень волновались за нашу безопасность, за безопасность наших других коллег, которые непосредственно работали. Допустим, тот же самый наш оператор Айбек Пучуманов, которого избили ваши и отобрали его вещи в камеру и так далее. И поэтому мы действительно, да, работали днем и ночью и ускорили, да. Али, вот в целом, как ты оцениваешь реакцию в обществе за первые сутки? Было очень много комментариев в социальных сетях, различные публикации. И как ты оцениваешь реакцию чиновников? Вот судя по сюжету Джибек, ее не так много, да? Согласен? Конечно, наша общественность очень такая живая, и реакция уже здоровая, и они ждут наконец-то вот ответы на эти вопросы, они ждут справедливости, так как они довольствуются 15 тысяч самами в месяц, а в то же время другие как бы миллионами, миллионы заработают. Ну, хорошо. Али, немного времени осталось, и все-таки я хочу спросить, вот буквально на ваше расследование отреагировали открыто, откровенно, буквально вот несколько депутатов парламента, ну, которых можно по пальцам пересчитать. Как ты думаешь, почему вот депутаты или другие политики боятся комментировать это расследование? Да, знаешь, я прямо скажу так, потому что я о многим разговаривал, они прямо мне сказали, что боятся от самого Раимбека Матраимова и от власти тоже, и что скрывать, и они не хотят и другие портить свои отношения и так далее. Али, большое тебе спасибо, всего доброго, до свидания. Журналистское расследование о коррупции на таможне ожидаемо стало темой номер один в кыргызстанском сегменте соцсетей. Начиная с ночи не утихают обсуждения. В различных пабликах и на личных страницах можно найти весь спектр эмоций. От восхищения в основном работой журналистов до полного отчаяния. Многие кыргызстанцы подробностями расследования шокированы, но не верят, что власть предпримет какие-то меры. Затем, что творилось с момента опубликования расследования в соцсетях, следила Дарья Тимофеева. Выдать реакцию на расследование своим долгом посчитал чуть ли не каждый второй активный пользователь сети в Кыргызстане. Многие благодарили журналистов за работу. С другой стороны, шок от обнародованных фактов стал поводом вылить все, что накипело. Гоните в шею этот говносброд в ЖК. Кровопийцы, приспешники воров, враги кыргызского народа. Мы чужие, господа и дамы кыргызстанцы, на этом празднике жизни. Пока одни таскают миллиардами, нам уготована участь каждый день задавать себе вопрос, а будет ли у меня завтра на хлеб с молоком? Просыпаешься утром, а в Фейсбуке вовсю идет перепись продажных крыс. Фраза «дайте факты» так часто в сети не встречалась, пожалуй, никогда. И до этого одна из самых популярных цитат президента Джейнбекова сегодня стала настоящим хитом. Адвокат Раима Сооронбай все время твердит: дайте мне факты, а Затык удовлетворил вашу просьбу. Теперь ваш выход, Соке. «Дайте факты», — говорит президент, а факты в нашей стране дают только журналисты, а те госорганы, которые должны их добывать, умеют только прятать. Предприниматель просрочивает патент за 1000 сомов. Органы Финпол, налоговая, ГКНБ, прокуратура. Нанесен ущерб государству. Штраф. Абдукадыр и Раим имеют страну на больше, чем 700 лямов долларов. Те же органы. Предоставьте факты. Рекорд, скорее всего, поставлены по количеству обращений к президенту за день. Сооронбаю Джейнбекову пишут сотнями вопросы, требования и советы. Требуем ареста Матраимовых и конфискации имущества в Кыргызстане и за рубежом в счет погашения долга перед Китаем. У нас в стране вообще есть президент? У нас в стране есть Хабибулла Абдукадыр и его президент. Ряд пользователей соцсетей журналистское расследование нисколько не впечатлило, чем они не замедлили поделиться. Это не расследование, это просто болтовня. Они просто делают шоу из смерти человека. И 40 минут говорили про Абдукадыра и в конце каким-то образом связали Раима. А про Атамбаева ни слова. При нем все началось и с его согласия. Турция расследует убийство, а пока нечего нагнетать обстановку. Вся эта ситуация выгодна некоторым кругам, а Затык, наверное, просто инструмент в чужой войне. Впрочем, такую реакцию некоторые журналисты и эксперты посчитали неискренней. Думают, что подобные комментарии проплачены и исходят от интернет-троллей. Будет интересно понаблюдать, как защитники Раима будут переводить стрелки на Аша и обесценивать жур расследования.
Исперды и недоинфлюенсеры, кто и сейчас пытается перевести стрелки на Аша. Вы просто конченые, знаете, что ваши потуги видны как на ладони. Даже спустя почти сутки после опубликования журналистского расследования обсуждают его в соцсетях все так же активно. Стали звучать предложения выйти и за пределы сети. Например, устроить мирную акцию протеста против коррупции. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев, Евгений Щеглов и Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. Казахстан может вновь реформировать пенсионную систему. Единый пенсионный фонд себя не оправдывает, частные компании ждут перераспределения капитала. Что от этих изменений выиграют сами казахстанцы? Самое главное, что у вкладчиков будет выбор проголосовать ногами. В случае чего-то, значит, уйти из одного фонда в другой. Мы продолжаем нашу программу и переходим к другим темам. Спикер Нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров во время сегодняшнего заседания вспомнил о судьбе соотечественников, трудовых мигрантов в России. Поводом стало выступление главы Национального банка страны перед депутатами. По итогам доклада главного финансиста Зухуров поинтересовался у него об объемах денежных переводов таджикистанских трудовых мигрантов. Далее политик начал свой 7-минутный монолог о многочисленных проблемах таджикистанских мигрантов. По словам парламентария, в настоящее время там их примерно 700 тысяч человек. И за исключением небольшой части, у которых есть российское гражданство, подавляющему большинству приходится жить и работать в тяжелых условиях. Шукурджон Зухуров заявил, что Таджикистан хочет заключить с Россией ряд соглашений в области трудовой миграции, однако дело дальше разговоров не продвигается. После этого спикер Нижней палаты парламента сделал довольно интересное заявление. Мы 10 лет бегаем за Россией, чтобы заключить 3-4 основных договора. Не подписывают, не хотят подписывать. Главы государств встречались и обсуждали, парламентарии также встречались и обсуждали. Говорят, да. Наши трудовые мигранты используются другими странами в качестве инструмента. Я даже открыто им говорил, то, что вы хотите, но не связывайтесь с этим. С одной нацией по одному, с другой нацией по другому относятся. Это потому, что мы в некоторых вопросах не совсем согласны. Тем не менее, нам надо исполнить свою часть работы. Наша задача заключается в том, чтобы каждый, кто поедет туда, чтобы знал русский язык, имел конкретную профессию, знал законодательство страны, России или Казахстана. Ранее руководство Таджикистана воздерживалось от столь открытых заявлений относительно положения своих сограждан в России. Тем не менее, утверждение Шукурджона Зухурова об использовании мигрантов в качестве инструмента давления не беспочвенны. В 2011 году в связи с делом российских летчиков официальная Москва выслала десятки таджикистанских мигрантов на родину. Эту меру в Кремле назвали асимметричным ответом на приговор таджикистанского суда в отношении российского летчика Владимира Садовничева. В Таджикистане двое сотрудников компании «Гордуна» приговорены к 8 годам лишения свободы. Суд столичного района Сино признал Товуз Кушхадамову и Бахтиора Арбобова виновными по статье мошенничества. Двое других фигурантов дела, чех Васлав Скокоутил и таджикистанец Тохир Рустамов, объявлены в международный розыск. По данным следствия, эти люди обещали гражданам Таджикистана трудоустройство в чешском автоконцерне «Шкода». За оформление визы и разрешение на работу брали от 500 до 1300 долларов. В компании заверяли своих жертв в том, что в Чехии им будет предоставлено место в общежитии и зарплата до 1300 евро в месяц. Васлав Скохоутил связывался с каждым клиентом фирмы по Вайберу, высылал им фотографии завода и общежития. В сумме жертвами мошенников стали более 80 таджикистанцев, большинство из которых взяли деньги в долг в банках в надежде расплатиться с первой же зарплаты. Я согласился ехать, не сказали, какие документы принести. Я взял деньги в кредит, уже 5 месяцев кое-как расплачиваюсь. Взял в банке 1137 долларов. Ну, а тем временем родственники Товуз Хушкадамовой считают ее невиновной и намереваются обжаловать приговор. По их словам, она до последнего верила, что люди все-таки поедут в Чехию. Но когда страну неожиданно покинул ее муж Тохир Рустамов, компаньон Васлава Скохоутила, она усомнилась в этом и вернула деньги третьим гражданам. Остальным хотела вернуть деньги после продажи своей квартиры. В
Казахстане грядет очередная реформа пенсионной системы. Она позволит вернуть доверие вкладчиков и повысит доходы от инвестиций пенсионных денег, считают экономисты. Нынешняя система, созданная по чилийскому образцу, себя не оправдала. Финансисты предлагают снова подключить частные фонды. И сейчас в Национальном банке решают, каким именно компаниям можно доверить хотя бы часть накопленных казахстанцами денег. Шолпан Разбекова поговорила с экспертами и узнала, что получат от этого сами вкладчики. Изначально многие экономические эксперты были против создания единого накопительного пенсионного фонда, не вызывали доверия намерений госслужащих. Но идея пойти по чилийскому примеру вызвала у многих законодателей восторг. Чиновникам понравилось, что каждый должен сам заботиться о своей старости. Все говорили, как хорошая идея, начиная от депутатов. Да, так и надо, не нужны нам частные управляющие компании, все должно быть в едином накопительном пенсионном фонде. Прошло всего лишь каких-то 6 лет, и жизнь показала, что в целом намерение собрать все в едином накопительном пенсионном фонде было это просто желание порулить деньгами, пенсионными деньгами. Однако с годами ощутимые прибыли от своих накоплений, которые единый пенсионный фонд инвестировал в банки и квазигосударственные учреждения, казахстанские вкладчики не ощутили. Именно поэтому уже почти 2 года вновь обсуждается возможная очередная реформа пенсионной системы. А накануне глава финансового регулятора отчитался перед президентом о ходе передачи части пенсионных денег в управление частным компаниям. Правда, о подробностях на официальном сайте Аккорды ни слова. Эксперты же говорят, что, скорее всего, вернется старая модель. Что имеется в виду? Передача части пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям. Это аналог того, что было раньше компаний по управлению пенсионными активами. Механизм, как это будет происходить, пока не обнародован, но есть несколько вариантов, которые обсуждаются. Между тем, эксперт Алибаев считает, что несмотря ни на что, именно эти изменения скажутся положительно на накоплениях казахстанцев. Все-таки частные управляющие компании, в отличие от Госфонда сегодняшнего, который вкладывает наши активы исключительно в государственные инструменты, то есть в государственные бумаги, меньше будут они увлекаться государственными бумагами, и в этом смысле я вижу большую эффективность от их инвестиционной деятельности и, возможно, большую доходность. И самое главное, что у вкладчиков будет выбор проголосовать ногами. В случае чего-то, значит, уйти из одного фонда в другой. В Нацбанке о своих планах обещали подробно рассказать позже. Отметили, что ответ на официальный запрос от нашего телеканала будет готов в течение недели. В ЕНПФ также сослались на установленные законом сроки ответа на журналистский запрос. Хотя днем ранее на одном из казахстанских сайтов был опубликован комментарий главы пенсионного фонда Жаната Курманова, где он рассказал, что на данный момент решается вопрос, каким именно компаниям будет передана часть пенсионных активов. Еще точно не определены и требования по минимальному собственному капиталу частных инвесткомпаний, желающих управлять активами фонда. Зато есть предварительные цифры – не менее 5-10 миллиардов тенге. Финансовый аналитик Меруерт Махмудова расставляет приоритеты. По ее мнению, главное – это не кто потянет уставной капитал, а у кого больше опыт на международном рынке. На мой взгляд, для того, чтобы обеспечить возвратность этих активов, это должны быть международные компании, которые имеют опыт работы на международных рынках. Потому что если смотреть правде в глаза, у нас в Казахстане, по правде говоря, эти активы особо некуда инвестировать, кроме как на депозиты банков. До создания единого накопительного пенсионного фонда в Казахстане работали 11 компаний, которые управляли накоплениями вкладчиков. Из них 10 частные и 1 государственная. За 6 лет накопления вкладчиков в едином пенсионном фонде превысили 10 триллионов тенге. Это почти 26 миллиардов долларов. Шолпан Разбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. До встречи. Кураев — это навсегда. Доить коров 2 перстами, и это сказывается на надое в худшую сторону. Классический карикатурный поп. Рок-концерт утром в воскресенье — самое то, что молодежи нужно. Есть жуки, у которых встречаются гомосексуальные отношения. Я не знаком с российским обществом, то есть вот у меня не было так, что мы с российским обществом пили кофе или чай. Птицы, что летаешь? Твоя работа — мух отгонять. Давайте, вот работайте. Это история радио Кабани, история моего родного города. Доброе утро, Кабани. Это человек ИГИЛ. Он бросает гранаты.
15 сентября 2014 на нас напали террористы и бандиты. Когда я вернулась в город, я основала «Голос радио Кабани». В борьбе у каждого своя роль, свой способ защиты людей.